Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Российский электромобиль Zeta планируется запустить в серийное производство в первом квартале следующего года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его словам, спецификация электромобиля в настоящее время уже находится на финальном этапе. Планируется, что российский электромобиль будет стоить от 450 тысяч рублей. В базовую комплектацию Zeta будет входить батарея на 200 километров хода. Также электромобиль оснастят передним или полным приводом. Ожидается, что будет производиться в год до 15 тысяч электромобилей, при этом порядка 10 тысяч из них будет экспортироваться. Самый известный на данный момент электромобиль Tesla от одноименной компании американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска в России можно приобрести по цене от 3,7 до 9,8 миллиона рублей. Обратиться за пособием по уходу за ребенка были, например, встать на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя. Россияне теперь могут по месту нахождения, а не только по месту официальной прописки. Это стало возможным благодаря переходу Фонда социального страхования Российской Федерации на предоставление услуг по экстерриториальному принципу. Как отмечают в фонде, новый принцип позволяет минимизировать материальные и временные затраты граждан и юридических лиц при получении государственных услуг. Экстерриториальность направлена прежде всего на повышение доступности этих услуг и качества их оказания. В региональных отделениях Фонда социального страхования России отмечают, что новый принцип предоставления государственных социальных услуг весьма востребован среди граждан и юридических лиц. Госдума рассмотрит поправки к Гражданскому кодексу, устанавливающие новые возможности правительства по введению в России принудительного лицензирования лекарств и медизделий. Правительственный документ внесен в парламент Федеральной антимонопольной службой. Служба предлагает дополнить статью 1360 Гражданского кодекса, которая описывает условия введения принудительного лицензирования формулировкой в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан. Как ранее поясняли Федеральной антимонопольной службе, прежде всего нововведение касается препаратов для людей с неизлечимыми заболеваниями. Отмечается, что в мире уже есть практика принудительного лицензирования препаратов. Если иностранная фирма, обладающая патентом на лекарство, будет необоснованно завышать цены либо прямо отказываться от поставок в Россию, то правительство сможет выдать разрешение на производство этого лекарства российской компании. В Якутии за 9 месяцев текущего года в промышленные предприятия трудоустроены 6060 местных жителей. Напомню, 22 июля этого года вышло распоряжение правительства России о трудоустройстве граждан в промышленные предприятия, ведущие хозяйственную деятельность на территории Республики Саха-Якутия в 2019-2024 годах. В документе утвержден план трудоустройства в промышленные предприятия, ведущие хозяйственную деятельность в республике, в том числе вахтовым методом, и план профессионального обучения граждан на 5 лет. В настоящее время в приоритетном республиканском проекте «Местные кадры в промышленность» участвуют 25 компаний. Всего до конца 2024 года планируется трудоустроить в промышленных предприятиях 27 487 местных жителей. Но работники вредных и опасных производств транспортной отрасли, пищевой промышленности, а также лечебно-профилактических и детских учреждений смогут проходить обязательные медицинские осмотры дистанционно. Соответствующим законопроектом выступил Минздрав. По мнению экспертов, переход на удаленный мониторинг занятых в этих сферах позволит работодателям экономить средства и получать более точные данные о здоровье работников. В настоящее время, согласно требованиям Трудового кодекса, часть работодателей обязана организовывать для своих работников предварительные при поступлении на работу и периодические в течение трудовой деятельности медицинские осмотры. Сейчас же Минздрав предлагает ввести новый способ профилактики производственного травматизма – дистанционный контроль параметров состояния здоровья гражданина. Проект определяет его как комплекс медицинских обследований с применением телемедицинских технологий и медизделий, позволяющих удаленно судить о состоянии здоровья работника. Российские магазины и интернет-площадки по продаже товаров и услуг сегодня начинают ежегодную масштабную распродажу в рамках международной акции «Черная пятница», которая начнется в ночь с четверга на пятницу. В этом году «Черная пятница» пройдет в России в 7-й раз. Представители ряда интернет-магазинов отмечают, что средний чек заказа в «Черную пятницу» выше обычного на 10-15%. При этом каждый третий клиент, совершавший покупку в период распродажи, возвращается за повторными заказами. По прогнозам, к концу распродажи выручка от «Черной пятницы» вырастет минимум в 2,5 раза относительно среднего показателя в течение года. Топ-3 самых популярных категорий по объему выручки в этот период традиционно представлен электроникой, одеждой и детскими товарами.
На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.